еще раз, в общем варианте скажу, что я работала в пединституте на кафедре основ медицинских знаний и здорового образа жизни. Помните меня? Нет? Вы помните? Да, не узнали, но я уже изменилась, наверное. Да и время пришло. Тогда была. В 85 году я пришла и отработала там 29 лет в пединституте. Но самое интересное, что здоровый образ жизни, он всегда нужен, здоровье всегда нужно, о здоровье любой человек думает всегда. И поэтому эта тема была для меня очень актуальной всегда. Всегда. А сейчас эта тема тем более актуальна, потому что мир переходит в следующий этап развития своего. Если планета раньше имела частоту Герц 7,8, сейчас она имеет 190 Герц. Можете представить это? Можете представить? А если вы не можете представить, я вам скажу, что скорая помощь вызывается почти у всех, кто страдает давлением, кто страдает инфарктами, кто Лена, страдает... открой, пожалуйста, конфету. Кто страдает... Открой конфету, пожалуйста. Вот. И в молодые годы, конечно, самое главное, что было со студентами, я занималась половой патогенной флорой. И занималась ею 30 лет, наверное. Причем было так необычно, потому что это флора информационная. И наступала сексуальная революция в стране, все занимались не знаю чем, и появились информационные вирусы. К этим информационным вирусам относили хламидии, относили герпес, все типы герпеса. Дальше относили, вот сейчас у нас онкологии очень много. Почему? Потому что очень много онкологии, очень много и после ковидов. Вот ковид как бы соединил все вирусы, и как бы минусовая информация попала в организм. А предшествующие годы были, все готовились к тому, что эти вирусы наступят. А почему они появились? А потому что, я еще раз повторяю, появилась сексуальная революция. Что недопустимо было делать? Недопустимо. Потому что в Священном Писании сказано, что Бог сотворил человека, там 3 глагола есть: сотворил, создал и делать. 3 глагола. Сотворил – это мир разума, создать – это духовный мир, а делать – это физический мир. Так вот, преподаватели наши долгое время жили только в физическом мире. В энергетический и духовный они не переходили. И в этом была огромная ошибка. Потому что, когда нарушались законы высшие, законы духовности, вот тогда появились первые вирусы, страшные вирусы. А никто их не определял, никто их не видел. По клинике идет вирус, а диагностики у нас хорошей не было. Ну и сейчас вообще жить. А сейчас еще страшнее. Почему страшнее стало? Потому что люди стали жить мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. А разум человека. У нас вообще потрясающая республика. Вот я хочу к чему это веду, этот разговор, к чему веду. Так вот, дело в том, что сотворил глагол сотворить. Это, и на 6-й день Бог сотворил человека. А человек, разум человека – это мужчина и женщина. И если этот закон высший нарушен, государство существовать не может. А в Америке уже на государственном уровне принято то, что это законные браки. И вот законные браки привели к войне. Вот войну, которую мы сейчас имеем, это только потому, что появились высшие нарушения высших законов. И прежде всего это то,